Чем раньше, тем лучше. Это выражение очень актуально при профилактике многих заболеваний, а уж онкологических тем более. Но зачастую люди идут к врачам, когда уже совсем прижало. И это несмотря на то, что каждый год жители приглашают бесплатно пройти диспансеризацию. Это самый простой способ проверить состояние собственного здоровья. В этом году у нас январь, надо сказать, положительно. Динамика, в основном население уже заинтересовано в своем здоровье. Выявление проводится хронических неинфекционных заболеваний, что важно в дальнейшем лечении и профилактике ранней инвалидности. В рамках профилактики рака, раннего выявления рака в этом месяце в каждую субботу первых 3 недель февраля у нас проводится день открытых дверей. Вести прием жителей будут акушеры-гинекологи, онкологи, хирурги. Кроме того, двери откроют кабинеты по отказу от курения, медицинской профилактики и школы здорового образа жизни. У пациентов будет возможность пройти маммографию, флюорографию и УЗИ-исследования. Они обычно очень востребованы. Сегодня я увидела в поликлинике, что проходит акция. Собираюсь прийти тоже, пройти какой-нибудь осмотр. Цель акции не только выявить опасные заболевания на ранней стадии, но и рассказать пациентам о том, как избежать их, например, сформировать стремление вести здоровый образ жизни. Употребляйте в пищу больше фруктов, овощей, не злоупотребляйте спиртными напитками, не курите, ведите активный образ жизни, следите за своим весом. Ежегодно проходите профилактические медицинские осмотры, проходите вакцинацию, диспансеризацию. Женщинам рекомендуем следить за состоянием молочных желез, проходить маммографию, посещать кабинеты гинеколога, онкоосмотры. Мужчинам приходить на прием и с профилактической целью к урологам, контролировать ПСА. Чтобы попасть к специалисту, нужно взять с собой паспорт и медполис. В некоторых медучреждениях уже организована предварительная запись. В дни таких приемов поток посетителей обычно большой, так что, если есть такая возможность, лучше записаться к нужному специалисту заранее. Список поликлиник, которые будут вести прием, есть на сайте Министерства здравоохранения Коми. Елена Кононова, Мария Матвеева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.